Абзира шимаз ажлар шхацкы яха Аԥсны абас еиԥш иҟоу аилацәажәара аҟны иеизаз аиҳабацәа, аиҵбцәа, аҩызцәа зегьы иҭабуп ҳәа шәасҳәоит раԥхьаӡа иргыланы, иҭабуп ҳара сҳәоит еиҿызкааз иахьатәи ҳаилацәажәара, избанзар ауаҩԥсы иаӡәызаҵәыку иоуп Анцәа иҟны ишаны ари адунеи иқәу дцәажәаратә еиԥш алшара змоу. Дцәажәаратә еиԥш алшара Анцәа инииҭа, Анцәа инҳаиҭа ауаа аиҿцәажәараҿы акәхап раԥхьатәи аӡбра ахықә аус ишахәҭоу инаугӡаанӡа. Анаҩсан исҳәар сҭахуп даараӡа иҭабуп ҳәа иахьатәи ҳаицәажәара зыхҟьаз анапанҵа идызкылоз ауаа, џьабаа збаз ауаа, избанзар ас еиԥш ыҟоу аус иагьа имариоушәа ҳгәы иабозаргьы даара ус дуӡоуп. Ас еиԥш иҟоу анапанҵа идаҳамкылеижьҭеи акырӡӡоуп. Зегьы ишыжәдыруа еиԥш, уа зегьы шәызбаӡом, аха ирацәаҩуп Аԥсны Аҳәынҭқарра ашьақәгылара ашьаҭаҿы игылаз ауаа, знапы алакыз ауаа, зегьы бзиаӡаны ижәдыруеит лахнеизара ныҟәазоума, даҽаџьара ныҟәазоума, ҳаԥсуа ҳәынҭқарра ашьақәгылара ҳаԥсуа жәлар рԥеиԥш аӡбара нымҩаԥысуаз анапанҵара имҩаԥыргоз шаҟаҩ иалахәыз, иахьатәи анапанҵара шаҟаҩ иалахәу. Убри аҟнытә иҭабуп ҳәа шәасҳәоит зегьы. Анаҩсан азин сышәҭозар, урысшәалагьы сҳәоит, егьырҭ нас ирацәаҩуп иалахәу ҳәа сгәы иаанагоит, здыруа посолгьы дыҟоуп, убри аҟнытә урысшәала исҳәоит, азин сышәҭозар. Дорогие друзья, участники сегодняшнего мероприятия, которое проходит в Сухуме, несмотря на то, что, может быть, я нахожусь далеко, вместе со мной сейчас и на этой связи находится и Зураб Агырба, выпускник богословского факультета Аристотельского университета, который уже давно живет в Греции, является представителем абхазской греческой диаспоры. Вот здесь он находится рядом. Всех мы приветствуем и позвольте приветствовать вас и от лица него, и от лица всех абхазов, проживающих на территории Греции, которые, безусловно, тоже беспокоятся за судьбу будущей абхазской церкви. И, разумеется, позвольте вначале поблагодарить всех, кто занимался сбором подписей, оргкомитет, Алхас Тхагушев произносил имена активных участников, кто приложил огромные усилия для этой работы. Всех вас благодарю за эту большую проделанную работу. Далее позвольте высказать и мне несколько своих мыслей и идей в отношении сегодняшнего обсуждаемого вопроса. Прежде всего, хочу сказать о том, что путь, который был избран нами, не только мною и тем духовенством, которое в Священной Митрополии Абхазии, но и нашим народом, 15 мая 2011 года на Церковном народном собрании в Новом Афоне, затем 3 февраля на Народном сходе по абхазскому церковному вопросу на площади Свободы в Сухуме оказался абсолютно оправданным и единственным, как это показало время. То есть за последние 2 года мы с вами убедились, в силу ряда обстоятельств, в силу тех событий, которые происходили и происходят вокруг абхазского церковного вопроса, мы с вами убедились, что мы действительно идем по правильному пути. Что в данном случае я имею в виду правильный путь? Сегодня я слушаю все выступления и слушал выступления в том числе отца Виссариона и моих собратьев-священников, отца Василиска, представителя абхазского духовенства, если даже они находятся на другой стороне. Слушая их выступления, к сожалению, должен констатировать, что либо сознательно, либо по недоразумению, но вижу нежелание понять одну очень важную вещь,
который так четко и ясно высказал Олег Несторович Доменя в своем сегодняшнем докладе. Речь идет о том, что когда мы говорим о православной церкви, православная церковь не ограничивается рамками границ Грузии или Российской Федерации. Она не ограничивается только Русской Православной Церковью или Грузинской Православной Церковью. Православная Церковь, когда мы говорим, это православное сообщество из 14 признанных церквей, автокефальных так называемых, и многих остальных автономных и других форм организаций. Вот в этой православной церкви, Русская Православная Церковь занимает 5-е место, Грузинская Православная Церковь занимает 9-е место. Поэтому в решении абхазского церковного вопроса невозможно только с участием 2 представителей православной церкви, которые находятся на 5-м и на 9-м месте. Решение абхазского церковного вопроса, еще раз подчеркиваю, невозможно без учета мнения всех представителей православных церквей, главным образом представителей первых древнейших христианских церквей, начиная от Константинополя и заканчивая Иерусалимом. Поэтому, когда мы 15 мая собирались на церковном народном собрании в Афоне, мы впервые сделали шаг к православному сообществу. То есть мы 20 лет вели замкнутый способ решения абхазского церковного вопроса между, сохраняя это решение вопроса на поле деятельности либо Русской Православной Церкви, либо Грузинской Православной Церкви, либо их вместе. Я хочу подчеркнуть, говоря об этих вещах, хочу подчеркнуть, ни в коем мере мы не можем говорить о Русской Православной Церкви в общем. Почему? Потому что Русская Православная Церковь — это не только те иерархии и отдельные, извините, церковные чиновники, которые создают проблемы Абхазской Православной Церкви. Русская Православная Церковь слишком высока и свята, чтобы ее ограничивать только в лицах этих людей. Русская Православная Церковь — это та церковь, в которой я учился, и у меня очень много друзей среди духовенства, и среди верующих, и среди епископата, которые действительно понимают нашу ситуацию и всячески помогают и содействуют нам. Поэтому давайте не будем смешивать в одно общее понятие под определением Русской Православной Церкви суть Русской Православной Церкви. Будем отделять от нее те лица, которые занимаются решением абхазского церковного вопроса и занимаются, к сожалению, не совсем церковным путем. Таким образом, для всех стало очевидно, что решение абхазского церковного вопроса, если этот вопрос не вынести на обсуждение всего православного сообщества, у нас с вами ничего не получится. Мы смогли это сделать, мы донесли до всех глав и представителей 14 православных церквей в мире о ситуации в церковной Абхазии, церковной ситуации. Мы встречались с первоиерархом Вселенской Православной Церкви, всей Православной Церкви, патриархом Константинопольским и Вселенским. Мы встречались в этом зале, в котором сейчас вы сидите, находится отец Давид, который, возможно, тоже вам об этом будет говорить. Мы в течение этих 2 лет встречались с различными представителями самого разного уровня православного сообщества. То есть, другими словами, за эти 2 года мы сделали то, что мы не делали, к сожалению, 20 лет. Дальше. Безусловно, из выступлений сегодняшних, из общей ситуации, из констатации факта сбора подписей 70 тысяч людей, для всех нас с вами очевидно одно. Первое. То, что мы не можем находиться в составе Грузинской Православной Церкви по целому ряду обстоятельств, которые всем хорошо известны. Второе. Мы хотим воссоздания Православной Церкви Абхазии, которая на это имеет все основания, в том числе и исторические. В этом вопросе я думаю, что нет никого, кто бы не был согласен с этими посылами, с этими постулатами. Даже то духовенство, которое, к сожалению, покинуло сегодня обсуждение нашего вопроса.
вопросы в этом круглом столе. И они абсолютно согласны с тем, что мы не можем и не хотим быть в составе грузинской церкви, и что мы хотим воссоздать свою православную церковь. Стало быть, с этим согласны все, в том числе включая руководство Абхазии, в том числе президента, который об этом сказал на соответствующих встречах, которые, вы знаете, произошли несколько месяцев тому назад. Но меня волнует другой вопрос. Это констатация факта того, что мы не хотим быть в составе грузинской церкви и хотим иметь свою церковь, мы должны были сделать еще 20 лет тому назад. К сожалению, тогда мы не сделали по целому ряду обстоятельств. Возможно, у нас не было тех возможностей, возможно, у нас не было такого состава духовенства, возможно, не было понимания ситуации среди народа, о чем, собственно говоря, идет речь. Поэтому мы сделали через 20 лет это. Слава Богу, лучше поздно, как говорится, чем никогда, мы это сделали. Но для меня важен дальнейший путь. То есть мы можем с констатацией этого факта еще 20 лет, еще 50 лет, еще 60 лет констатировать самим себе, что мы хотим независимую церковь, мы не хотим быть грузинской церковью, и ничего не делать для решения, конкретного решения этой ситуации. Олег Несторович Доменин совершенно точно заметил, нам автокефалия не нужна просто как независимость. Она нам нужна для того, чтобы зафункционировали абхазские храмы, более 150 на территории Абхазии, соответственно, наш народ приобщился к духовным ценностям. То есть для спасения нашего народа мы все это делаем, а не для констатации просто формальной независимости. А если мы говорим о реальной помощи и возрождении духовным отношениям нашего народа, это не может произойти никак, если эти храмы не будут открываться. А эти храмы могут открыться, когда появится абхазское духовенство. Не то духовенство, которое будет привозиться, как заметил Олег Несторович Доменин, из разных регионов бывшего Советского Союза, порой не имеющие никакого представления о том, что такое православие и каковы его традиции среди нашего народа, какова история его здесь, на каком языке и с каким менталитетом нужно общаться с православной общиной в Абхазии, этого мы не добьемся. Значит, для того, чтобы открылись эти храмы, нужен нам институт церкви, в котором будут рукополагаться священники, молодые, воспитанные, образованные и так далее, в самой Абхазии. Вот здесь у нас возникает самая важная проблема, на которой я бы хотел сконцентрироваться, и чтобы вы тоже это понимали. Речь идет о том, как нам этого добиться. С 2011 года, 15 мая, мы выбрали путь через Вселенскую Патриархию. Почему? Не потому, что особо мы предпочли кого-то, а потому, что в течение 20 лет до этого нам всегда говорили одну вещь, что решение вашего вопроса невозможно в рамках Русской Православной Церкви в силу того, что Русская Православная Церковь, как и другие, признает Абхазию частью канонической территории Грузинской Церкви. Нам всегда говорили о том, что вам нужно идти на диалог с Грузинской Православной Церковью, вместе с ней решать этот вопрос. Нам это говорят и сейчас. На официальное обращение президента во время Российско-Абхазского форума ответная реакция была, что Русская Православная Церковь может решать только в рамках канона. Другими словами, то есть наш вопрос может решаться исключительно в диалоге с Грузинской Церковью, исключительно в рамках сохранения территории Абхазии, территории Грузинской Православной Церкви. То, что совершенно нас не устраивает. Поэтому мы обратились к Вселенской Патриархии. Почему? Именно потому, что ныне существующие все православные церкви, независимые, за исключением первых 4 древнейших, были созданы и получили свою независимость и воссозданы Вселенской Патриархией. Вселенская православная в том числе и дала автокефалию как Русской Православной Церкви, так и Грузинской Православной Церкви в 1990 году. Сегодня
она даровала эту автокефалию как албанской православной церкви, как эстонской, как чехословацкой, как польской и так далее, и так далее. Здесь можно много перечислять. Следовательно, если все территории, на которых имелся определенный церковный конфликт, определенная церковная проблема, которая была связана с распадом соцлагеря, с образованием новых государств, с военными событиями и так далее. Если все эти территории решали свой вопрос через Вселенскую Патриархию, то как мы можем идти по другому пути? В этом не будет никакой логики. Соответственно, Вселенская Патриархия является единственным путем разрешения нашего вопроса. Единственный путь воссоздания нашей церкви и впоследствии образования ее независимости. Если бы это не было бы так, буквально месяц тому назад представители грузинской церкви в таком составе не поехали бы туда, чтобы переубедить Вселенскую Патриархию в том, что не нужно вмешиваться в решение абхазского церковного вопроса в силу того, что у нас замечательные, чудесные отношения между абхазами и грузинами, никаких проблем в этом отношении нет. Поэтому, еще раз повторяю, и хочу, завершая, сказать о том, что Московская Патриархия или Русская Православная Церковь, ее представители, которые занимаются решением нашего вопроса, они могут предложить только нам один вариант решения нашего вопроса. Они предлагали это открыто отцу Виссариону, они предлагали это открыто и мне, и отцу Андрею в 2011 году. Так называемая двойная юрисдикция. То есть вы остаетесь де юре, то есть мы все с вами, включая территорию Абхазию, остаемся де юре в составе Грузинской Православной Церкви, временно отдаемся в управление Русской Православной Церкви. Вот единственный вариант, который предлагает Русская Православная Церковь, ее представители, и на этом варианте они будут настаивать и впредь дальше. Для нас с вами этот вариант ни в коем случае не приемлем, в силу того, что это означает, что впервые после 20 лет Отечественной войны народа Абхазии с Грузией, после этого, через 20 лет, впервые грузинская церковь таким образом сделает первый шаг к юридическому возвращению своих прав на территории Абхазии, церковных прав. Соответственно, никакого конфликта абхазского церковного вопроса не будет. Соответственно, никто в остальном мире православном уже не будет заниматься решением этого вопроса. То есть, другими словами, мы снова возвращаемся в состав Грузинской Православной Церкви. Я ничего против Грузинской Православной Церкви не имею, но факт остается фактом. Эта церковь слишком национально мыслящая, соответственно, она думает и мыслит только в интересах грузинской части, а не абхазского народа. Это церковь, которая на протяжении веков показывала, что она вытворяла в храмах Абхазии, переделывая все на грузинский лад, принуждая нас к тому, чтобы мы молились и обращались к Богу не на родном своем языке, который нам дал Господь, а на грузинском языке, который нам навязывался. Мы все видели, во что превращались наши храмы. Соответственно, мы отныне и впредь уже никогда к этому варианту не вернемся, и мы должны это четко осознавать. Далее. Таким образом, в Русской Православной Церкви у нас ничего не получится. С Грузинской Православной Церковью мы не можем иметь никаких отношений и выстраивать какие-либо формы соотношения сосуществования в рамках будь то юридической, двойной юрисдикции и так далее. Следовательно, единственный путь обращения к Вселенской Патриархии. Здесь, в этом отношении, завершая, скажу следующее. Что мы должны для этого сделать? На основании собранных подписей 70 тысяч определился наш народ. То есть абхазский народ четко, однозначно, и все те люди, которые открыто подписались, открыто написали свои имена, фамилии, место жительства, то есть открыто поддерживают эту позицию, они сказали следующую вещь. Абхазский народ определился. Будьте любезны, определитесь вначале вы, абхазское духовенство, и дальше определитесь вы, уважаемое руководство Республики Абхазия. Вот здесь у нас возникает проблема. Если, казалось бы,
и абхазское духовенство, которое сегодня отказалось участвовать в этом круглом столе, и абхазское руководство, которые должны инициировать подобного рода вопросы, наоборот, они должны это приносить народу и объяснять народу о том, что вот этот путь истины. Сегодня народ объясняет всем нам, что нам нужно делать во благо всех нас и будущего Абхазии и нашего народа, в том числе и духовного. Следовательно, если мы, абхазское духовенство, проигнорируем это, значит мы не со своим народом. А без народа церкви не бывает. Никто из нас, будь я, будь отец Виссарион, любой другой человек, храмы Абхазии, они не перешли по наследству. Они не являются нашим личным достоянием. Они являются достоянием нашего народа, истории нашего народа, культуры нашего народа. И главное, Абхазская православная церковь, которая существовала на много веков до нас, сегодня занимается решением ее вопросов. Поэтому второе, абхазское духовенство, второе, в отношении абхазского правительства. Президент сделал заявление, которое вы хорошо знаете. Вот в этом заявлении было сказано о том, что мы обращаемся в Русскую православную церковь и просим рукоположить абхазского епископа. Да. Я прошу, еще раз прошу, завершаю сейчас буквально 2 минуты, еще раз прошу, должны определиться абхазское духовенство и абхазское правительство. Они должны все вместе официально обратиться во Вселенскую Патриархию для воссоздания и решения абхазского церковного вопроса. Извините, что если я говорил немного эмоционально, и нарушил регламент. Благодарю за внимание.